Ты хочешь еще в 2018 году нарастить массу? Ты хочешь стать больше? Тогда следуй за мной. Так-то лучше. Итак, друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать свой режим дня и также питание, свой рацион, которых я придерживался в течение 4 недель. За это время мне удалось прибавить 4 килограмма. Более детальнее вы можете ознакомиться по ссылочке, которую я оставил в описании. А так, мы начинаем. Друг подогнал витамин С. Давайте закинем. Итак, первое, это самое банальное – вода. Также, друзья, в течение дня я хочу вам дать пару фишек, которые также вам помогут лучше и быстрее набирать массу. Одна из первых фишек – это холодный душ. Почему тебе стоит принимать холодный душ? Первое – это мощная выработка тестостерона. Второе – это жиросжигание будет идти намного быстрее и лучше. И третье, это, конечно же, энергия. Это если коротко, но попробуй сам принять холодный душ, и ты почувствуешь просто всю его пользу. Меня зовут Вова, мне 20 лет, и я принимаю Ice Bucket Challenge. Сегодня ровно 14 дней, как я принимаю холодный душ. Каждый день по 3 минуты, и это реально начинает менять твою жизнь. Поэтому, если ты еще не начал, то начинай по утрам принимать холодный душ. А пока я залью кипятком овсянку и подожду, пока она пропарится. Кроме того, я вам рекомендую, друзья, взять свой арсенал растяжку буквально 15 минут в начале дня. Я вам рекомендую написать просто растяжка, прогибы, тренировка. И вот самое первое, вот это видео, гибкая и сильная спина за 15 минут. Просто попробуйте 15 минут, и вы реально почувствуете просто нереальный кайф. Так, уже готово. Добавим сюда банан и пачку орехов с изюмом. Я очень рад, что камера все это не засняла. Ну и все, я размешал. Так, погода сейчас просто супер, просто супер. Мне сегодня не нужно никуда идти. Я 2 часа только что поучил немецкий. Немного подустал, проголодался. Поэтому сейчас приготовлю себе один классный коктейльчик. А потом, буквально минут через 20-30, пойдем на пробежку. Нам понадобится шейкер, творог, овсянка, арахисовая паста и молоко. Добавляем 250 грамм творога. Потом грамм 30-40 овсянки. И заливаем все молоком. Блин. Да. Без комментариев. Теперь просто все перемешиваем в блендере. Вуаля! Коктейль силы готов. Бежим с моим братом Саней. 3-й километр. Я не ожидал, что сегодня буду бежать с Саней, поэтому мы прибежали еще на турник-площадку. Сейчас поделаем, повытягиваемся, поотжимаемся. Он, кстати, идет.
После жесткой тренировки пришли в столовку. Короче, вот что я себе заказал. А так бы было 4 яйца, немного сладкого картофеля и пару томатов. Вот что заказал Саня. Сегодня жируем. Немножко это все затянулось. Я снова проголодался. Друзья, я понял, что мне просто не хватает по калориям. Я это могу интуитивно чувствовать. И поэтому я вот приготовил еще одну такую мощнейшую порцию, которая просто подойдет для набора. Говядина, томаты, чеснок, сыр и спагетти. И сейчас нужно буквально будет 1 часик вздремнуть, чтобы снова быть работоспособным. Друзья, буквально пару слов о теории. У вас должен всегда быть профицит калорий. И тогда вы будете набирать. Но учтите также, что калории тратятся не только на физическую нагрузку, но и на умственную. И поэтому вам нужно будет все рассчитать. Если вы не знаете как, заходите в калькулятор калорий и примерно рассчитывайте, сколько вам нужно. И также в целом помните о 3 ключах. Это питание, сон и тренировки. По питанию самое главное, это чтобы был всегда профицит. Дальше у вас должен быть качественный сон, минимум 8 часов. Сон тоже решает, он решает на качество набора. В одном из своих видео я говорил, что сон не очень сильно влияет. Не так, конечно, сильно, как питание и тренировки. Это вообще бомба, это 95%. Сон это 5%. на самом деле сон это очень ключевая штука здесь. И сон нельзя недооценивать. Ну и чтобы прогрессировать 3-4 тренировки, которые будут длиться в течение часа, также рекомендую вам распланировать ваш день, чтобы вы всегда успевали поесть и чтобы у вас все было супер. Друзья, просто прикиньте, значит, уже 18 дней, как я бегаю каждый день без пауз. Значит, сегодня я поспал 1,5 часа, и у меня была запланирована тренировка ног с моим другом. Я уже ее отменить не мог. Но у меня так часто уже получалось, что у меня по 2 тренировки в день, и это нормально. Я съел 2 банана, поспал 1,5 часа и пошел сразу на тренировку. Значит, смотрите, пришел я на тренировку, 5 минут разминки, побегали. Потом берем штангу без веса, просто делаем разминочный подход. Накладываем дальше еще 15 килограмм, это уже получается где-то 40 килограмм. Делаем разминочный подход. Дальше мы накладываем по 10 килограмм на каждую сторону, получается 60 килограмм. Я делаю только 1 лишь раз, и у меня просто нереально все клеточки, все мышцы так жались в бедрах. Такой спазм мощный был. Я просто даже 1 раз еле-еле доделал, положил эту штангу. Я еще реально такого вообще не чувствовал. И сейчас я понял, что реально это уже жесткий перетрен. Поэтому сейчас я иду в сауну. Я сейчас буквально любой шаг делаю, я их просто чувствую. И поэтому нужно как-то их расслабить. И сауна это самое... 2 hours later. После сауны как будто заново родился. Намного легче, но все равно боль ощущается. И это просто реально... Мне настолько это непривычно. Это просто первый раз такое вообще. Реально чувствуется боль. Завтра ни в коем случае ноги не буду качать, только послезавтра нужно реально восстановиться. Сейчас я сделаю тот же коктейль, только теперь без пасты, потому что она закончилась, но зато с бананом. 1 hour later. Так, последний прием пищи. Я знаю, выглядит не очень. Здесь просто специя куркума, и она сделала все такое в желтоватом цвете, все. На самом деле там мощные продукты. Говядина, гречка, сыр, лук. Итак, друзья, на этом все. Вы увидели, как примерно я питаюсь, но самое главное правило, которое вы должны помнить, это больше нормы калорий. Вам нужно употреблять просто больше нормы калорий, и вы будете в любом случае набирать. А вот мышцами или жиром это все зависит от ваших целей.